Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какие события уже спешат в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя и на судьбоносные события в вашей жизни. Давайте вместе посмотрим, какие события, судьбоносные события уже спешат в вашу жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Какие у вас большие очки. Мои хорошие, вы все разные, отсыпочка у нас общая, поэтому чужого не берите, но и свое не пропускайте. У вас очень большие очки, прям у корня рисунка. У одних отыграется, что вы что-то должны рассмотреть, да, на что-то у вас должны открыться глаза, а у других отыграется, что вас наконец-таки кто-то должен рассмотреть, обратить на вас внимание, ну и как со всеми вытекающими. Очки, вот они, видите, раз, два. На носу очки. Либо вы что-то рассмотрите, поймете, узнаете, осознаете, примете, либо о вас кто-то что-то поймет, рассмотрит, может предлагать вам что-то начнут, либо к вам человек потянется. Но это событие сыграет важную роль в вашей жизни, да? Узнать правду, снять пелену с глаз, либо человек наконец-таки обратит на вас внимание. Важное событие, и очень много перемен произойдет после этого события. Очень много качественных, хороших перемен в вашей жизни. Так, здесь вы сидите в лодке, но лодка как будто бы на риф села, да, либо на мель. Нет движения, какой-то застой происходит, и попутного ветра нет, и как будто бы и весел у вас нет. Вы просто заняты тем, что ждете, когда же будет прилив и лодочку снимут с мели волны, либо когда же будет попутный ветер для того, чтобы начать движение. Мои хорошие, смотрите, здесь так можно сидеть до бесконечности, просто до бесконечности, до седых волос. Нужно вам кого-то позвать. Есть в вашем окружении человек, который может вам помочь советом, подсказкой, там, не знаю, подтолкнуть, задать вам направление, может быть, даже за вас словечко замолвить. Пока вы сидите, пока вы ждете и молчите, ничего не произойдет. Нужно громко кричать, причем кричать на все стороны. Вот помогите, спасите, да, кто-нибудь, кто меня слышит, сделайте что-нибудь. Вижу, что есть человек, который может, но который не знает, что вам нужна помощь. Понятно, что ситуации бывают разные, очень часто люди стесняются попросить помощи. Вам стесняться нельзя, вам это просто противопоказано. Человек с удовольствием вам окажет помощь. Просто попросите, либо просто расскажите о своих сложностях в жизни. Не скрывайте этого от людей, не скрывайте. Поверьте, есть те, кто благородные, добрые, открытые, кто хочет помогать и кто будет вам помогать. Молчать нельзя. Вы тратите драгоценное время. Но вплоть до того, что, я не знаю, может быть, если нет у вас там широкого круга общения, может в интернет выйти, да, на какие-то сайты зайти, на какие-то паблики, группы, сообщества, да, написать о своей проблеме. Поверьте, подсказка, ответ и помощь сразу для вас найдется. Не тратьте время, пожалуйста, это важно для вас. Так, и еще вижу, что кто-то недавно как-то странно себя повел. Человек мог уйти, человек мог отвернуться, человек мог разозлиться на вас, охладеть к вам. Вижу, что какая-то женщина к этому причастна. Как будто бы гадости про вас наговорили, как будто бы вас оклеветали, как будто бы
ну вот знаете, в грязной воде вас искупали. Ушат грязной воды на вас вылили. И человек поверил россказням, поверил сплетням, потому что очень мастерски ему преподнесли информацию, да, очень артистично, причем с какими-то фактами, с поддельными доказательствами. То есть здесь бы любой поверил, любой, понимаете? Но как поверил, так и разуверится. Вижу, что человек уже о чем-то начал догадываться, уже какие-то подозрения пошли. И я так скажу, в течение 3-5 дней до человека дойдет, что его обманули. И тот, кто от вас ушел, либо кто от вас отвернулся, кто перестал с вами общаться, назад вернется и всю правду вам расскажет. Расскажет о клевете, о том, что против вас вот такую кампанию, да, антирекламу делают, извиниться перед вами, скажет, что вот, да, меня тоже там заморочили, запутали, я поддался, либо я поддалась, я поверил. Да, еще человек извиняться будет. И еще вижу, что этот человек заступаться за вас станет, да, заступаться, вот прям всем расскажет, что есть клеветница, и о том, что вы очень хороший, благородный человек. Да, вот так все развернется. Но нужно дождаться этого момента. Дождаться, и вам ничего не нужно делать. Все прояснится само собой. Дальше, мои хорошие, смотрите, такой большой гаечный ключ. Ну вот к работе. Это к работе, причем это ваша работа, у вас будет много работы, много-много дел, либо большой объем работы выпадет на вашу долю. Если вы работаете сами на себя, прекрасное время, когда вы в своей колее, когда у вас много клиентов, много заказов, вы зарабатываете денежку, вам все нравится, все устраивает. Вы любите, когда есть движение, не застой, а движение. Если вы работаете на кого-то, явно будете кого-то заменять, подменять, совмещать и свою работу, и чужую. И опять же, это золотое время, когда вы себя покажете во всей красе. Очень такая конкретная, серьезная заявочка на повышение, на карьерный рост и на прибавку к жалованию. Вот. Не сокрушайтесь о том, что работы много, а наоборот, воспринимайте эту ситуацию как крутой шанс расти по карьере, получить хорошую должность, повысить свою ставку, да, то есть зарплата будет расти, там, получить премию. Вас, опять же, да, будут отмечать. Если вы будете ходить и жаловаться, что вот, много работы, я не справляюсь, мне тяжело, вы себе так репутацию можете испортить. А вот если вы прям так возьметесь, если все будете выполнять и жаловаться не будете, то ваше начальство действительно вот какие-то действия в сторону вас начнет делать. Да, потому что за гаечным ключом у нас большая утка сидит. Большая и довольная утка. Ну, это деньги, это повышение по должности, это всякие бонусы, премии, любовь и уважение вашего руководства. Поэтому, мои хорошие, имейте это в виду. Кстати, утка сидит на черепахе. Долго вы чего-то ждали, особенно вот в деньгах, в работе, в карьере. Но черепаха, она хоть и медленно, но подползает именно к вашей стороне, к правой стороне. Смотрите, либо вы долго были в поиске работы, либо кто-то из ваших близких был долго в поиске работы. Практически черепаха уже у финишной прямой. Тут осталось совсем ничего. Да, и доползет, и эту утку принесет. Но утка тогда будет как предложение, рабочее предложение, вакансия, хороший, например, там, контракт, да, который заключит ваш близкий, либо вы можете заключить. Да, практически уже подползла. Чуть-чуть совсем осталось, там пару денечков. Пару денечков можно и подождать. Но уточка прям шикарная. И еще, если вы устроитесь на новую работу, либо ваш близкий человек устроится на новую работу, то работа будет просто обалденная. Здесь и перспективы по этой большой утке, и вот особого напряжения я не вижу, там, особых трудозатрат не будет. То есть все понравится, все подойдет. Ну, грубо говоря, не зря вы ждали. Медленно, но уверенно подползает. Так, еще вижу, что вам удастся кому-то очень сильно понравиться. Ну, либо с кем-то очень удачно договориться. Вы стоите ниже, и у вас такая, знаете, поза, как будто бы вы в наклоне.
А тот, с кем вы общаетесь, человек, во-первых, намного выше вас стоит, при этом одет в такое дорогое, богатое платье. То есть у человека статус, у человека положение, человек при деньгах, при власти. И вижу, что вы на себя обращаете внимание. И вижу, что человек от себя вам что-то дает. То есть понравитесь, и человек вас и выслушает, и расположен в вашу сторону будет, и что-то вам даст, для вас сделает. Очень хорошая встреча вас ждет. Вас на эту встречу как-то вызовут, позовут, пригласят. Бояться не надо. Здесь такой совет: быть максимально открытым, честным, прямым, да, без всяких там, знаете, разворотов, поворотов. Говорить как есть, смотреть в глаза, глаз не отводить и не бойтесь просить. Вот, не бойтесь просить. Смотрите, человек не экстрасенс, мысли читать не умеет. Поэтому, если у вас есть какая-то нужда, у вас есть какая-то проблема, у вас есть какая-то просьба, ее нужно максимально конкретно и корректно озвучить. Да? Мне нужно то-то, то-то, либо я нуждаюсь в этом, я хочу вот этого. Да, в таком ключе нужно общаться. Но встреча вам понравится, очень понравится. Вы будете в восторге от этого человека, и от приема, и от душевности, и от радушности этого человека. Прям еще рассказывать кому-то будете. Вам очень повезет. Повезет, у человека действительно будет очень хорошее настроение, и вы действительно очень понравитесь этому человеку. Человек для вас будет открыт. Так, маленькая мышь что-то очень большое украла. Попытается украсть, может быть. Маленькая мышь. Какой-то прям совсем незаметный человек, либо человек, на которого никто никогда не думал, окажется вором. Да, вот откроется какое-то как преступление, да, не откроется, раскроется преступление. Либо что-то когда-то у вас пропало, либо у кого-то из ваших соседей и родственников. Вот как вора найдут. Окажется, что это какой-то маленький, никчемный, невзрачный человек. Это будет и удивительно, и с другой стороны, вот по справедливости, да, человека нашли, и человека предают наказанию. Кто не верил в правосудие, кто не верил в правоохранительные органы, вас ждут приятные новости, да, и хорошие события, когда вора не только находят, но и, скорее всего, еще награбленное в какой-то части вернут. И вот наказание вора ждет. Узнаете, и кто, и при каких обстоятельствах, возможно, либо полностью, либо частично то, что было украдено, вернется, и человека предают правосудию. Ну, какая-то мелкая мышь, этот человек. Да, какой-то невысокий, невзрачный, маленького роста, может быть, даже молодой какой-то. В общем, и найдут, и обнаружат, и накажут. И еще какие-то ваши подозрения, предчувствия подтвердятся. Вот многие из моих зрителей, я часто замечаю в отсыпках, обладают даром. Но дар свой крайне редко применяют, либо в принципе не верят в себя и даром не пользуются. Тут либо предчувствие, либо интуиция сработала. Да? Есть что-то. И вот это 100% как исполнится. Вот то, что вы почувствовали, либо что вы предвидели, оно полностью вот прям 100 из 100, да, исполнится. Как получите подтверждение своих способностей. И те, кому вы говорили о своих предчувствиях, на вас совершенно по-другому будут смотреть. Знаете, так с уважением, немножко с опаской. Да, люди начинают в вас верить. Даже если вы в себя не верите, то те, кто вас окружают, то они начинают в вас верить. Это будет приятно. Вот честно вам говорю, это будет приятно. И вам это тоже такой прям, знаете, знак судьбы, что нельзя пренебрегать своими способностями, нельзя пренебрегать своим даром, опять же, своей интуицией. Надо этим пользоваться. Это может помочь и вам, и тем, кто вас окружает. Вот. Как подтверждение получите, что вы в чем-то были абсолютно правы. Что-то вы предсказали, предвидели, предчувствовали. Мурашки будут бегать. Так, мужчина. Тут либо от мужчины что-то придет, либо мужчина сам привезет. Опять же, вы все разные. Здесь речь идет о каких-то бумагах, возможно, это деньги. Бумаги, либо деньги, смотря что вам от мужчины, наверное, нужно. Либо привезет
сам, либо кто-то от него передаст, а может быть это даже как посылка будет, либо денежный перевод может быть. Этот мужчина вас удивит. Удивит щедростью, либо удивит тем, что он держит слово. Кстати, он уже этим занимается. То, что он вам там пообещал, либо что он задумал, он этим занимается. Еще раз говорю, от мужчины либо документы какие-то придут, нужные, важные, ценные, полезные, либо деньги, денежный перевод может быть. Но мужчина слово сдержит, прям старается, очень старается. Так. А вот здесь какой-то человек очень сильно пожалеет. Пожалеет, причем то ли этот человек с вами как-то плохо поступил, то ли вы этого человека предупреждали, а человек не послушал. И этот человек будет жалеть. Мало того, этот человек еще вас начнет винить, что вот, дескать, ты мне как-то не так сказала, не так меня предупредила, могла бы там настоять, да, либо там надавить на меня. Вас это очень неприятно удивит, вы скажете, да кому ты нужен? Я тебе вот от души сказала, там, посоветовала, я хотела помочь, а ты вот, извините, пренебрег, а теперь, пожалуйста, получай. Да, в таком ключе информация. Так, слева, смотрите, избушка на курьих ножках. У одних из вас отыграются проблемы с домом, либо проблемы в доме. И вижу, что вам придется за это браться, и у вас какие-то помощники будут. Какой-то один высокий, сильный мужчина. Но он даже не помощник, а он как исполнитель. Да? Есть проблема, а вот этот мужчина, он все может решить, либо он все может сделать. Прям такой талантливый и очень скромный мужчина. Может быть, там мастер по ремонту. Может, этот человек там делает замену чего бы то ни было. Либо помогает с имущественными вопросами. Вас судьба с этим человеком сведет. Хороший человек, добрый человек, открытый, исполнительный, профессиональный. С такими людьми вы давно не встречались, и такие люди, они на вес золота. Смотрите, вы с этим человеком как-то посотрудничаете, да? Ну, придет этот человек, что-то сделает, то, что должен сделать, и дальше пойдет. Обменяйтесь обязательно контактами. И желательно друг друга не теряйте. Этот мужчина еще может вам пригодиться и очень много для вас может сделать. Так, а у других людей отыграется так, что вас будут приглашать в чей-то дом, где будут знакомить с высоким и сильным мужчиной. Мужчина высокий и сильный, видный, но при этом очень скромный, тихий и такой, знаете, молчун мужчина. Не судите по первой встрече и дайте этому человеку шанс прийти в себя, да, успокоиться. Он будет нервничать очень сильно, он будет переживать. Может быть, не с первой встречи, но со второй, с третьей человек сможет перед вами раскрыться. Да, как знакомить вас будут, представлять друг другу. Знакомство хорошее, человек прям золотой, умничка, очень милый. Вот, не судите по первой встрече и дайте человеку шанс раскрыться. Дальше, мои хорошие, в самом венце две куриные лапки. Одна смотрит влево, а другая смотрит вправо. Если вы проводили, либо будете проводить какие-то обряды, ритуалы, может быть, даже в какие-то места силы ходить, приобретать обереги, амулеты. Это все будет работать. Причем будет работать как и на избавление от негатива, защита от негатива, так и на привлечение в вашу жизнь того, чего вы хотите. Кто-то хочет денег, кто-то хочет любви, кто-то хочет здоровья, кто-то хочет, не знаю, спокойствия, гармонии. Да? Лапка смотрит и влево, и лапка смотрит вправо. А вы между этих лапок стоите. То есть обряды, ритуалы, обереги, все это работает, сработает. И вы это поймете, вы это просто ощутите. Да, хороший знак, сильный знак. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.